этом. Но постоянно вот это вкажи, это, какие-то эпитеты, какие-то, ярлыки навешать. Это не совсем корректно, это не дипломатично. А если я сейчас буду говорить умные вещи, можете подумать, что я отсела здесь это самое, полеты, Аб- это, ну Абсолютно. Это хорошо, наоборот, что ты сагат еще гукумана ишта участвовать, да, и чего диктует. Просто хай видимо мухал без хаол, и это дука пойди тишмави, умна уэлич на досуге хотя бы. да, я сейчас не занимаюсь разбором полетов, как говорится, но когда я слушаю гинц вот, вы но я считаю, что у нас немножко не совсем дипломатичная риторика в нашей партии. Мы слишком, как-то вот садимся и очень вот тому улиц, слишком примитивно и просто вот так вот сядем и начинаем там. Это, это не привлекает. Это не привлекательно. Понимаешь? Надо быть Ну, более я здесь я не соглашусь. Здесь я не соглашусь с тобой, Я потому тоже что не понимаю. не, я понимаю, что губа, но я знаешь, с чем не соглашусь? Потому что мы не еще не было ничего, да, никакого момента, где надо было бы соблюдать какую-то дипломатию, да. То есть, если там ты посмотришь интервью с Золкиным, он где просто шнырю, бехмобил, грубо, куча, это же вот здесь вот. Это не там. Цига, оха, интуинс хамел деш, абсолютно цига. Я так грубо, да, дуаштец. Я так грубо, наоборот, максимально, хас хамел дин, чтобы мы в любое время открыты ду. Он цахаттар, хум юши, туек хат, о любой информации, о политический исламизм, хую объяснить, да, что он как бы полезны в чеченской среде, что можно с чеченцами, украинцам общего, полезного добиться, как можно даже тех же исламистов, если хотят использовать украинцы, можно подсказать, как это правильно сделать, то есть любая информация с нашей стороны, мы полностью открыты больше и донести, да, вообще хаскамел, динахтия, да, так, я не сказал бы, что здесь что-то. Это было здесь, в Демократической партии или в Вене Гуняйденок там было? Нет, это По-моему, было интервью, это было интервью такое в через Вене, это. Виде, Вичи, там, да, это было? Нет, это было интервью, ну, туда, в YouTube залито, там, где мы через интернет с открытыми лицами общаемся с друг другом, там, задаем друг другу вопросы и пытаемся нащупать что-то там с украинской среды, вот если Золкиным, Карпенком, им там нужна полезная информация. Вот то, что они спрашивали там вот этих упырей, которых посадили, почему чеченки замуж не выходят за русских. Вот такую информацию, вот мы открыты, видишь, мы можем посидеть, поговорить, я тебе объясню, пригласим еще людей, которые тебе объяснят, почему чеченки за русских не выходят, как украинки замуж, например. Что у нас в нашей культуре, почему бабушки, которым вы звоните там в Чечню, они не могут восстание сейчас делать. Еще информация мы же можем дать друг другу. И можем даже полезное нащупать, как полезно как бы, ну, бороться информационно, например, да, в одном русле. Ну, там изам это вообще другая тема. Я что хочу сказать? Вот там нормально посидели, это вообще уровень какой-то, я очень интервью я. И там нету абсолютно каких-то недипломатичных или антидипломатичных каких-то, вот как мы здесь в Телеграме общаемся, да, это же как бы в основном на нашу публику мы здесь. Ну там и кому интересно еще на русском языке, вот поэтому какого-то уровня, чтобы мы там
дипломатию соблюдали, еще нету. То есть еще не такого, на такой уровень мы не выходили. Да, Это я поняла. одно, это одно, а второе, вот я часто параллель пытаюсь провести. Вот я смотрел украинских, например, политиков. Например, вот в частности, Гончаренко тот же, если взять, который вот так тоже в эфире, туда прям в Конгресс его на экран выводят, и все ему там стоя аплодируют, приветствуют, они общаются. То есть это, ну, уже уровень, скажем так, да, политический. Чиновник, который должен очень хорошо соблюдать политкорректность. Вот я за ним наблюдаю, он себе позволяет сказать Путин, ну они нахэ вот так его называют. Вот это он постоянно, только так он Путина называет. Он может Дон Бош, вот этот, его еще там грязное слово добавить, вот это, вот так назвать. То есть это вражеский стан, и они себе позволяют вот такие вот дела. А тут вот я видел такую критику, там нас дискредитировали всячески, пытались вот это наших партийцев отбить здесь полностью вот эту деятельность остановить. Это непонятно, это критик сейчас русняма или группша, да? Вот группша, общается, да, русняма, пригодится. Еще-то какие-то вот эти там нормы, да, нормативы, короче, вот это не говори, вот это не делай, вот это не то. Непонятно. Ну ты делай тогда, давайте делайте, вы покажите, другие покажите чем-то, давайте вместе заниматься. Группschuche in политкорректность соблюдать, я ж как бы ist уровень моя, то есть тут формируется мнение, общаются люди, а есть внешняя какая-то публика, где ты уже там чуть-чуть политкорректнее себя ведешь. И что, если у тебя, я не знаю, вот ты это сама у тебя, вот эта вот мысль, да, о политкорректности, о жесткости, она у тебя такая, ну, ты сама это делала, вывод, или это тебе Да, кто-то... конечно. Нет, Ибрahim, клянусь, я ни с кем не общаюсь. Я сама просто, я когда вас слушаю, вот эти вот тоже, вот эти видео, которые выкладываем, да, вы же выкладываете все время наши эти здесь эти, не все, может быть, но я все их не слушала, Богдан Гальевич, последние особенно. Естественно, я сама. А кто еще мне чё говорит? Не, Но, просто тут просто была такая дискредитация, я сам Цундел. И это вполне нормально, если критика шадать нормально. То есть я сам просто такая в виде критики была, короче, попытка вот так вот атаковать партию, что частично там получилось, поэтому там некоторые рассел. Это что? что? Не, ну это такое там внутреннее какое-то дело было. Значит, та ситуация, я Цундел, Барасом, чуте, Цунахта Бахандин, как бы подкосить, да, ролл партийный, но ничего, как бы, такого, чтобы полностью там партию подкосить, дискредитировать, такого мы тоже не допустим, но, короче, вот такие, как бы, Ну, у меня в любом случае нет ни с провокационные. кем контактов, ни из бывших, ни из, сейчас действующих, которые находятся здесь. Ни с кем никакого личного контакта. Я ни с кем не переписываюсь, чтобы знать эти ваши. Я просто, конечно, я заметила, Ибрahim, когда, произошли изменения в партии. Понимаешь? Активист Чеченской демократической партии Ибрагим Никаков. Но я вторую часть, да, это мое. А вот это то, с чем я борюсь, понимаешь? Высказывания властей Чечни могут влиять на радикализацию молодежи за рубежом. Высказывания
русской оккупационной администрации, вот это вот уже в моем как бы репертуаре, в моем стиле. А высказывания властей Чечни могут влиять на радикализацию молодежи, но это же нечестно. Какие власти могут быть в Чечне? Это не моя мысль, не мой посыл вообще, не мои слова. Это что, то есть русские это хорошие, они вот со стороны видят, как чеченцы, оппозиция, вот я якобы какой-то оппозист, я вот со стороны критикую чеченскую нашу власть какую-то, которая аллаховским каким-то чудным образом нам установилась сама собой, а русские со стороны за нас делали дуа и хлопали глазами сидели. И что, не смотрите, это не по-честному. Дальше интервью. В Бельгии неплохо сработали, что предотвратили этот теракт. Но в целом я считаю, что и Бельгии, и в других европейских странах борются с последствиями уже, когда людей завербовали, и уже когда человек откровенно начинает подготовку теракта, начинаются какие-то действия. Но сам процесс превращения человека в террориста власти пока упускают, сказал типа я корреспонденту Кавказского узла. И во Франции, и Великобритании, в Бельгии действуют группы исламистов, которые называют себя политиками, но выступают за установление шариата, продолжил он. К сожалению, единая сила правительства ЧРИ четко не осуждают все эти политисламские потуги. Старейшины вместо того, чтобы четко осудить этот фактически посылают им сигнал. Мы политические деятели, за нами можно спрятаться, в кавычках. Конечно, типа вот так вот они говорят. Конечно, это может повлиять на молодые умы, которые помогут воспринять это как одобрение. После падения Эмирата и ИГИЛа в чеченской эмиграционной среде началось республика произошли свободное волеизъявление чеченцев, потому что раз они считают это властью, они же не считают легитимной властью, например, Саддама Хусейна не считали легитимной властью иракцев, например, или какого-то любого. То есть в отношении Кадырова ему дается такое легитимизация быть лидером чеченцев со стороны украинской пропаганды. Так подспудно так, говоря это. Наверное, говорит, российский чиновник, там, губернатор российского региона, еще оккупационного, пророссийской, да, даже пророссийской марионетки не говорят. Хотя же это можно сказать? Какие проблемы? Боятся, что ли? То есть они реально как бы национальность называют. И это, естественно, в голове подсознательно это откладывается. Там вообще не надо было упоминать чеченцев. Вообще. Понимаешь, что на твоей совести также ты был участником впихивания этого народа обратно в Русню. это полностью демотивировало бы, чтобы люди вообще шли с русскими отрядами в Украину. То есть даже если их сажали бы, их как-то над ними бы проявляли бы какие-то жесткие меры, все равно люди бы выбирали бы это, чтобы не идти в Украину. Но в такой ситуации вот этот, кто эту идею подкинул, что якобы если сейчас там русских с чеченцами противопоставить, там, короче, сейчас они начнут друг с другом драться, это все полная ложь и полная чушь. Никто там не имеет абсолютно никакой возможности ни с кем не драться, не пикнуть и абсолютно какое-то инакомыслие проявлять. Единственное, что вот Так, эта вот ситуация... недавно Смотри, Росгвардию же выводили недавно. Смотри, единственное, что вот этим делом создадут, вот эти украинцы, которые приняли вот этот пас от русских, единственное то, что они сделают, они создадут еще большую вот такую какую-то ненависть, не то, что еще большую, а ненависть создадут между украинцами и чеченцами и мотивируют, наоборот, тем самым чеченцев идти в русских рядах против вот этих украинцев, которые почему-то посягают там на их там достоинство, на их, короче, я не знаю, там честь и так далее.
Это лишний раз просто мотивация. И сегодня ни мы здесь, никто не можем никаким образом никого не призвать, ничего сделать, чтобы они как бы, что украинцы там, это нормальные наши потенциальные союзники, то есть абсолютно чеченцы, хоть идите в тюрьму куда угодно, только не идите там с русскими отрядами куда, даже если вы попадете куда-то на такую территорию, на линию фронта, то сдавайтесь. Мы не можем сказать соотечественникам, чтобы они сдались украинцам, и тем самым как бы не убивали украинцев и сами оставались живыми, и в дальнейшем они были бы как бы, ну, Там, там Что? хуже ситуация, Ибраим. Там вот украинцы так разогнали эту чеченскую карту, что если кто-то там из чеченцев им попадает в плен, они как его рассматривают как живой товар, который как можно больше украинцев из плена можно вытащить при помощи него. То есть там вообще как бы глухая засада. Они сами сделали так, что чеченцы не могут сдаться в плен, там как-то не воюя против украинцев, остаться в Украине. Да, никаких гарантий абсолютно там нету, что Даже это не наоборот, гарантированно их наоборот отдадут Русне. Да, И еще дочморят перед камерой. То есть они создали наоборот среду. Когда как русским они создают среду, там переходите, там батальон РДК, МДК. То есть русским, которые на них напали, они создали это, а чеченцам, которые насильно в Русню при помощи геноцида всунуты, они как бы рассматриваются живой товар для обмена, ценный живой товар для обмена пленных. То есть и там засада, и тут засада. Вот эта вот ремарка насчет ценного товара для обмена, для обмена пленными, мне кажется, тут скорее ситуация в том, что Алаудинов и вот эта вот вся компания сделала так, что чеченцы ценятся выше их, обменивают намного раньше, чем русских. Это ж, так это происходит по факту. Сам подумай, русским зачем-то нужно показывать Алаудинова, который что-то там говорит. Зачем украинцам нужно показывать Алаудинова, если они прекрасно знают, что Алаудинов не командует ни ракетными войсками, ни артиллерией, он вообще ничем не командует там. То есть там командуют русские генералы с именами, фамилиями, с биографией, там, всеми ими управляет начальник русского штаба, как его там зовут, Герасимов. То есть там не Алаудинов, там просто вот русским зачем его показывать, я понимаю. То есть они хотят весь мир убедить, что вместе с ними участниками преступления являются чеченцы. То есть они преследуют какие-то свои цели, кого-то запугать, там, использовать этого Алаудинова. Но вот их пропаганду, если враг кого-то показывает, то как он же враг, он его показывает неспроста, то есть он пропагандирует. Логично было бы. Да, логично не идти в его, не подпевать его пропаганды, а наоборот не замечать его и, например, Герасимова все время показывать. То есть как бы твое контрдействие должно быть против их пропаганды. А украинцы как будто вот как все вот это украинские блогерское, вот это вся медиа пространство, как будто решили помочь русским. Вот мало русских чеченцев рекламируют, как убийц там напавших на Украину, аж Папа Римский даже свои 5 копеек ставил. То украинцы тоже решили помочь русским, поддержать, очернить чеченцев как неких сообщников Русни. То есть я этого не понимаю просто. Наоборот, надо постоянно, чтобы назло русским, вешать на них все это. Русские, русские, русские. Показывать морду этого, пропитую морду Герасимова, показывать там их авиационного генерала. Все время показывать и на английском, и на весь мир их морды показывать. А Алаудинов это никто вообще не замечает. Говорит, это там какой-то русский чиновник там местный из Халуй. Да, не имеет значения, кто он там. Они там загеноциданы, там 100 тысяч. То есть тогда бы украинская пропаганда работала в этом сегменте против русских. Но получается не так. Получается все наоборот.
Мне тут кажется, то, что тут еще украинцы хотят повторения Пригожинского сценария, чтобы в этот раз только уже доехали до Москвы, а кто, кроме как не кадыровцы, ну, потому что они этнические чеченцы, которые пережили недавно войну, Есть такое. вот это Есть такие такое. люди, Есть такое. да, Мы скорее что-то всего, да. мы что-то договорились, что и вот это их пропаганда украинская также пойдет, что кадыровцы это тиктокеры, которые ничего не решают, у них нету никаких этих установок ГРАД, у них нету авиации, у них ничего, это просто люди с автоматами. Где-то там в тылу, в Луганске, в Мариуполе. То есть как они могут Пригожинскую революцию сделать? Это же, я не знаю, wishful thinking это. Они по статусу не способны это делать. У них нет тяжелого вооружения. Это коллаборантские полицейские каратели просто, набранные из туземцев местных там. Зачастую у тех просто выхода не было, чтобы защитить себя, свои семьи от русского геноцида. Многие устали ими в свое время. То есть там нету потенциала, пригожинского потенциала. Просто нету, от слова совсем. Ну, Пригожинского нету потенциала, но хоть какой-то был, поэтому я думаю, вот действительно, это тоже как и украинское СБУ вот эта вот ситуация тоже свою роль сыграла в том, что создать эту провокацию. Ну, как бы то ни было, тема уже прошла. Ваше мнение? Спасибо. Русские успешно обманули весь мир, а также украинскую власть, украинские спецслужбы и пропаганду, внушив мысль о каком-то самостоятельном Кадырове и чеченцев, которые там что-то сами все делают и только консультируются с Путиным, и то иногда и пугает его. То есть они эту мысль внушили, значит. Успешно операция прошла у Кремля. Я на все 100% уверен, что вот эти вот русские пропагандисты, да, которые еще с давних пор где-то в Украине засели, я просто на 100% уверен, что они вошли в глубокое подполье, ушли в глубокое подполье в плане того, что они будут сейчас и стоять и кричать там и слава Украине, героям, слава, и там русские, там террористы, москали, ублюдки, там будем убивать. Никогда мы, короче, не будем вместе с русскими, там, едиными славянами, там, 5-е, 10-е. Но при всем при этом, чтобы как бы не терять время даром, да, вот находясь там на территории Украины, и они могут, это не я им подсказываю, как бы, а это я просто констатирую факты, вот чем они занимаются. Они, пользуясь случаем, чтобы не сидеть зря, чтобы порожняком там не тратить зря время, они аккуратно прогоняют там античеченскую вот эту вот свою пропаганду, да, якобы они и герои Украины, но в то же время они ненавистным русским, ненавистных русскими чеченцев там полностью, по полной программе пытаются сделать вот такое, ну, демонизировать, скажем так, да, перед всем миром и перед украинцем и так далее. Вот это вот 100% я уверен. Вообще сам посыл русских с самого начала, с 2014 года, как они начали террористическую операцию против Украины, начиная Крым, Донецк, Луганск, их цель была первым делом запачкать, демонизировать, вот превратить в страшилку чеченцев. Вообще какой-то батальон Восток, там какая-то вот эта вот муть. То есть вот именно с вот этих вот позиций, я еще помню здесь в 2014 году, когда мы в Вене с украинцами делали митинг, они изначально чухались нас. Вы чеченцы, а почему вы против нас воюете там? То есть там уже удалось изначально создать с помощью этой пропаганды вот это вот, ну, такую ненависть, да, уже посеять. А сегодня это уже в полный рост, этот паспорт оттуда подается, отсюда принимают и в обратку, якобы они там хотят с русскими с лбами столкнуть чеченцев, а по факту там русские вообще хорошие ребята, а чеченцы, оказываются, которых всем миром вот так вот
взяли дружно вот так вот руками притянули и ногой вот так вот под русский сапог туда затолкнули. А ну-ка сидите там, вы внутреннее дело Российской Федерации. Взяли вот так туда засунули, и украинцы в том числе, и все. Нас вот, а теперь говорят, вы почему вы там восстание не делаете? Зачем? Чтобы вы нас потом опять русским передавали. Я имею в виду вообще, зачем восстание делать чеченцам, которые там находятся? Зачем? Какой смысл? Какой у них интерес вообще? И какая у них там вообще, как будто бы они там с возможностью делать восстание сидят и загорают, не делают восстание, вот им сейчас хотят подкинуть идею восстания сделать. Это просто не только от русских идет вот эта пропаганда, к сожалению. Это из чеченской среды. И вот эти деятели политисламские, они это подхватили, и вот эту тему параллельно с русскими там, и с подрусскими вот этими украинцами мутными полностью развивают. Я это четко знаю. Изначально вот эта тема, короче, создания каких-то секторов, какого-то восстания, противостояния, это все из вот этой вот русской одной и той же оперы. Marshall dušas masā Ibrahim, te to nevar darīt. Дикхер дарфа то садук лёхуча, бистро. И хастава обсуждать периом и ногчечва, что рожечина, и цилер эскер вытянутый бош. И камял мадиниса ломаю бош, а дайте рук. После этого, через неделю, уже Ходорковский лайчу приглашает в Шука, там у вас тас, и шмухцан бешперш, баркалшун. Неоднократно тут говорили, там нету потенциала восстания по той причине, что это будет не восстание, а бойня. То есть русские просто забомбят чеченских женщин, детей вместе там, с восставшими. И вот что это будет бойня, на этой земле лучше всего должны понимать сейчас украинцы, которые у всего западного мира днем и ночью просят ПВО от российской авиации, от российских ракет, от российских бомб. То есть вот это, понимая, что без этой помощи, без этого ПВО их забомбят, то есть огромную территорию Украины там, с 35-миллионным народом русские забомбят. Теперь представьте чеченцев миллионной небольшой там территории размером с Киевскую область или Харьковскую. То есть и которая никакое ПВО ни от какого мирового сообщества цивилизованного не получала и не собирается получать. Что они должны делать? Какое еще восстание? Там просто всех... Вы знаете, что русские отлично и прекрасно убивают женщин, детей, младенцев. Им абсолютно наплевать даже на свои жизни, не то, что там на чужие жизни мирных жителей. То есть вы же это сами, украинцы, почувствовали на своей шкуре, что русским абсолютно наплевать. Это террористическая нация шовинистов-имперцев. То есть они просто там поубивают людей. Никакого потенциала восстания нету там, да, даже не надо никого отвлекать даже. То есть там уже находится 100-тысячная группировка, которая сейчас была бы в Украине, если бы не чеченцы. То есть им даже никого оттуда отвлекать даже не надо. В этом смысле абсолютно бесполезная затея. Абсолютно. Гораздо более полезная затея была бы нанести русским информационный удар на мировом поприще, то есть разоблачать их преступления в Чечне, там про геноцид рассказать, провести через Раду закон о геноциде, то есть как по еврейским холокостам бить по морде их вот этим чеченским холокостом, они устраивали в течение 200 лет. То есть можно было их вот этим, все эти преступления раскрывать, кричать об этом. Это наносило бы русским, пусть не военный, но и большущий информационный вред. Вместо этого абсолютно противоположное. И перестать вот этих исламистов, которых там в Украине используют, перестать им давать какие-то советы, называться ичкерийцами, представлять чеченскую тоже какую-то сторону. Это тоже пагубно. И я просто один лайфхак хотел дать. Тесла и все остальные. Как украинцы, официально Украина,
Вот украинские блогеры, в частности, вот эти Золкины там и так далее, они спрашивают, как нам называть чеченцев, которые в русских вот этих отрядах идут воевать против Украины. Вот эти вот русские пехотинцы, которых всем миром засунули под русню, сказав, что мы внутреннее дело Русской Федерации. И сейчас, когда их, в отличие от всех других подрусских вот этих регионов, республик, которые добровольно вошли в русню, которых насильно любой там, если кто-то не так куда-то посмотрел, не в ту сторону чихнул, которых вообще без каких-либо церемоний закидывают сейчас в Украину вот этих вот людей. И абсолютно я их при всем при этом не оправдываю их выполнение преступных приказов. Как бы там ни было, люди, которые идут выполнять преступные приказы, они являются преступниками. Но при всем при этом вот украинцы спрашивают, как их нам называть? Чеченцы, кадыровцы или как? Вот я хотел бы, чтобы все вот здесь присутствующие как бы взяли вот этот лайфхак на заметку и везде именно вот эту вот информацию вот так попытались бы преподнести украинцам. Вот у меня вопрос. Как украинцы, официально Украина, как они называют аксеновцев и пушилинцев, которые с территории Крыма, с территории Луганска, Донецка, там, Запорожья, оттуда в русских отрядах, вот эти вот украинцы, которые идут воевать против Украины, как их называют украинцы, вы знаете? Их украинцы называют украинцы, или украинцами называют, или аксеновцами и пушилиновцами, вы знаете это? Кто-нибудь есть, кто знает, как их называют? Мобики из ДНР, ЛНР. Мура? Кисть ДНР. Ну, насколько помню, там мобики из ДНР и ЛНР их называют обычно. Коллаборантами их называют. Я не понял, не услышал, как ты их назвал. Мобики. Я просто Мобилизованные я из ДНР и ЛНР. Я просто хочу вот лайфхак всем нам вот здесь слушающим, кто в Ютубе услышит, передать вот этот посыл, передавайте везде это. Пускай всякие украинские блогеры и так далее, вот этих вот оккупированных чеченцев, которых туда ведут, которых всем миром под русню туда затолкнули, вот пускай их называют точно так же, как называют пушилинцев, аксеновцев, вот этих вот людей, украинцев, которые с Крыма и с вот этих ныне аннексированных, оккупированных Россией территорий, оттуда с русскими солдатами идут воевать против своих же украинцев. Вот как их называете, чтобы вот так вот называли, точно таким же именем. Факту их еще русскими называют, если так. Ну вот, хорошо, тогда так и надо, так и надо. Я надеюсь, украинцами их не называют. Если их украинцами называют, то, пожалуйста, вот этих вот подрусских оккупированных чеченцев тоже надо тогда. Чеченцами неплохо будет называть. Если вот этих называют украинцами. Не, их русскими Ибраим, называют. а почему их должны называть чеченцами? Они российская армия. Ну, Вот я не понимаю, ты не почему понял. их обязательно надо... Они должны называть их российской армией. На них погоны российской армии. Ну, Мика, Какая разница, какой они национальности? я поэтому специально лайфхак для украинцев, или якобы украинцев, или которые косят под украинцев. Кто спрашивает, как называть вот этих вот чеченцев оккупированных, которых ведут русские в своих отрядах воевать против Украины, называть их точно так же, как украинцы, официально вот Украина, которая за свою свободу, независимость борется. Вот как они называют аксеновцев, пушилинцев и так далее, вот эти вот ныне аннексированные, оккупированные ручной территории, оттуда, которые идут против них украинцы, вот как их называют, вот точно так же можно называть их. Ибраим, этот Аксенов, это бывший министр МВД, армянин, по-моему, по национальности.
Не, Нет. не, Лацарь. Хорошо, отцове. Он бывший бандит, шестерка был Ну, в одной из ОПГ, да, он. Армянин Мауи. Да. Ты про Украина, Авакова. что прямо Голицын. Авакова говорит. Это его друг был армянином, который там вот это вот рядом с ним лазил, там ботинками раньше торговал. Его друг. У которого хотели противовес как бы Кадырову выставляли, типа, тоже через российские эти радио, русское радио под украинским соусом. Ты говоришь про Авакяна или Авакова? Да, Аваков, да. Не, Аваков это министр внутренних дел был при Порошенко. Да, я перепутал. Да, все, понял. Извиняюсь. Бывший министр внутренних дел, совместно глава ОПГ, армянской ОПГ по Украине было. Клички Аксенове, Гоблина, значит, авторитет Лужин, Ханус, Ласка, Бахля, Крыме. У меня еще одна идея такая возникла, Ибраим. Вот у вас Тесла очень хорошая аналитика. Я вот, да, когда вот смотришь этих ютуберов, да, вот этих вот украинских, они просто... Я понимаю, что это просто большой труд. И для этого нужно время, например, которого у меня нету. Исчуглом дюго сопадигаса, и чуагул кадеш, но меня не хватит на это, на все во всяком. Меня во всяком случае. Может быть, кто-то согласится это делать. Они практически мониторят все новости, которые выходят Российской Федерации, да, новости. И они на каждое какое-то утверждение делают свою какую-то аналитику и свои какие-то доводы приводят, что это так или не так, что это было вот так или эдак. И они практически, их там так много в "Ютубе" этих, они работают, наверное, кто-то оплачивается государством, кто-то сам это делает, имеет уже там кучу подписчиков и имеет на это, зарабатывает сам в этом "Ютуб", да, деньги. И на каждое ихнее какое-то вот выражение против чеченцев готовить материал и выкладывать его в "Ютуб". Царь ищ тошун старика. Они таким образом опровергают все вот эти вот, все утверждения вот, российских СМИ, где ложь, где не ложь. Но Бадакальч- это большая работа. Вот хотя бы что касается Чечни, вот когда они говорят, Ишсан, противовес выкладывать, что так можно тоже против них действовать. И когда-нибудь этот канал раскрутится. Он не сразу, но через какое-то время у него появятся свои подписчики, его будут смотреть. Не всё сразу не бывает. Что канал ГЛС, который будет, проводить свою какую-то аналитику именно по чеченскому вопросу. Где бы что бы ни случилось, эту тему обсуждать, и вот так вот, чтобы это, м, ну, анализировать, почему и как, и где здесь ложь, где здесь правда. Дикхадар Кыштахальч. И не обязательно там человек должен сидеть и выступать. Можно подготовить какой-то формат, ну, в таком формате, что вот это даже сейчас вот этот искусственный интеллект, он читает это за тебя. Материал подготовил, и пусть он читает и выложил это вот так вот в интернет. И в каком-нибудь. Правда, наверное, там я понятия не имею, что там даже нужно, но было бы хорошо. Ну, тут наши соратники тоже опубликовали. Дьючел, идея, Дикю, это, короче, вот надо это запустить, рано или поздно запустить видео, в таком видеоформате, да,
Да, это самый Вот, оптимальный по вариант для разоблачению. того, чтобы этих вот, Нохчин или Золкин, не надо даже с ним на связь выходить. Просто его, вставлять его, эти цитаты и, на эти цитаты бомбардировать свою, логику там про там, Да-да, там свое много мнение. есть Вот вот так вот. этого, Да. их вот этого пропаганды, да, их вот этих гадостей, помой, которые они в нас льют там, и от Ходорковского, и от Яшкина, и от вот этого Муратова, да, который, ну, Нобелевская, который полностью уничтожил вот это вот, я не знаю, все достоинство какое-то вот этой Нобелевской премии. И действительно превратил ее в Нобелевскую премию. И вот эти все остальные, их действительно нужно, и Ларионов там и так далее, их вот это вот образ, который они создают, якобы там Путиным управляют чеченцы, которые себе выбрали Кадырова, и которые терроризируют и геноцидят и насилуют, оказывается, русский народ. Вот наши эти... В соцсети он, что Илларионов такое сказал. Я, правда, давно уже не слушаю этих украинцев. Я вам говорила, я в них очень сильно разочарована. Но Илларионов, я его всегда считала более так вот достойным человеком. И цайпом эльчсом цясяду. Надо мне прослушать это его интервью. Не знаю я. Тамщин Хетсон, что он вот так вот мог такое сказать. И не то, чтобы я тебе не верю, а просто что там случилось с ним, я не знаю. Может быть, его контузило? Цацу. Ну, их всех там как-то контузило, непонятно чем. И вот наши соратники тоже опубликовали. Апти Алаудинов– это, внимание, русский карманный генерал, которого русские вынимают из своего кармана, когда их очередное пропагандистское что-то через его околочеченский род надо озвучить на камеру, а как только тот исправно выполняет русский приказ, то русские его обратно засовывают в свой узкий карман, где уже теснятся такие же пехотинцы, как и сам Малаудинов. И вот этот персонаж, он какие-то заявления делал, да, вот недавно, что он якобы чеченцы, видите ли. То есть это тоже, заметьте, вот как Митя говорит, вот эти видео, которые, ну вот это тоже хотя бы в аудиоформате мы, да, вот такое здесь небольшое расчехление проведем. Заметьте, вот этот Вот вот деятель, вот этот деятель, он вдруг русские его делают. Это вот это как раз игра, о которой мы говорим. Пас туда, пас сюда, вот это русско-украинская. Игра в плохого чеченца. Вот этот вот деятель, его сажают русские в телевизор, то есть это говорящая голова русских на данный момент, который вдруг сейчас круто попал на ТВ. До него все вот эти радикально-религиозные там, я не знаю, идеологические отряды возглавляли другие деятели. В частности, такие как Шевченко, как Проханов, как Леонтьев. То есть они отвечали за вот эти вот восточные, скажем так, идеологические какие-то воинственные там лозунги. То есть они до этого, когда было все мирно, там найс было, все нормально было, на этот период они были говорящими головами в русском телевизоре. Теперь они куда-то испарились в неизвестном направлении, и вместо них туда поместили голову, говорящую голову Алаудинова, которого держали там в своем каком-то селе родовом, там под стражей. И вот в начале вот этой русско-украинской войны, которую боятся называть своими именами по сей день, вот с начала этой войны эту голову поместили в русский телевизор, и она оттуда постоянно говорит русские вот эти вот лозунги.
которые надо озвучивать чеченской головой. Все распиарены вот эти Ну, чеченские чеченская медиа. И еще относительно, раз да, повторюсь, потому что эта голова, понятно, там она по происхождению может быть и чеченская, она может быть и язык у нее чеченский и так далее. Но вот эта голова, которая там родилась, выросла в России где-то, и которая 20 близких человек вот этой вот головы полегли за, цитирую его же слова, которые полегли за Российскую Федерацию, защищая Российскую Федерацию, интересы Российской Федерации. И вот эта говорящая голова, вдруг недавно ее сажают опять в телевизор, помещают туда, и она говорит, совершенно высказывает противоречивые вот эти вот какие-то комментарии. То есть эта голова говорит из этого телевизора, что якобы в первую там русско-чеченскую войну чеченцы не были виноваты. Это русские как бы, ну, из-за русских вот это все произошло, якобы вот что-то такое. То есть человек, который доселе, тоже можете в любом вот этом YouTube, я не знаю, интернет-пространстве посмотреть, как он сам это озвучивает. Человек, который всех пытается проинформировать и уверяет, что 20 человек из его близких родственников, 20 мужчин, погибли, защищая Русскую Федерацию. То есть, а здесь его посадили, эту же голову, которая говорит, что Русская Федерация была неправа. То есть вы понимаете, да? 20 человек и сам вот эта говорящая голова, и еще выжившие его близкие говорящие головы вот такие, они все это время воевали против чеченцев, геноцидили их вместе с русскими, и 20 человек пожертвовали, будучи на русской стороне, и теперь эта голова заявляет, что русские были виновны. То есть вы видите, насколько противоречивое это заявление. И потом дальше, исходя из этого, надо делать анализ, почему эту голову ассоциируют теперь с чеченцами, и почему эта голова вдруг стала защищать чеченцев, которая воевала на стороне русских, и пожертвовала еще 20 головами, вот такими, как это. Это просто очень важно, да, делать вот такой анализ и как бы анализировать, почему сейчас на данном этапе этой голове говорит вот так вот, высказывать вот такие вот комментарии в телевизоре. И кому это выгодно, зачем это делается, почему чеченский народ пытаются сделать каким-то, я не знаю, каким-то обществом, которое какое-то якобы монолитное, и якобы у них есть какое-то руководство, какая-то власть некая, которая их возглавляет, и за их интересы еще с русскими там впрягается, оказывается. Вот это русские были виноваты, а не чеченцы. 20 человек погибли на стороне русских, воюя против этих чеченцев, а тут эта голова заявляет, что русские виноваты. Вот это важно, очень важно, вот эти моменты. Сейчас эта же голова там тоже садится, опять делает противоречивые заявления о 12 тысячах северокорейских маджахедов. Якобы они не хотят воевать с этими людьми, они, видите ли, атеисты и безбожники. А будановцы, которые там уничтожали, насиловали, убивали всю свою историю чеченцев, с ними, значит, можно в одном войске Исы, алейхиссалям, воевать, возглавлять. И теперь этот человек возглавляет это войско, и вот они там воюют. А тут вот северокорейские, оказывается, маджахеты, они оказались какими-то, скажем так, ну, этими атеистами, безбожниками. Тоже за этим что-то следует, за этими высказываниями, за вот этими... Это опять-таки же лозунг какой-то радикально религиозный. Якобы вот чеченцы, они долбанутые,
Они вот на таких вот, не из-за того, что там это какая-то сторона, которая представляет из себя там каких-то этих, ну, убийц, да, там из диктаторского вот такого тоталитарного режима пришла. Не из-за этого нам с ними вообще не по пути, это что такое, а из-за того, что они вот атеисты, вы понимаете, или безбожники. И вот эти люди там, которые за маломальское, как цитирую, да, какое-то там ассоциацию с вот этими радикалами туда-сюда, которые подкидывали патроны, подкидывали наркотик, что угодно, и там притаскивали в отдел чеченцев, теряли без вести, этот человек сейчас возглавляет религиозное войско Иисуса, алейхиссалям. И с ним на пару точно такие же отбитые, долбанутые, какие-то бардачи безусые, точно такие же вот шастают здесь по Европе, примерно с такими же лозунгами, какими-то, это самое, атеистическими, антибезбожными. И вот делайте анализ, если есть чем, вот можно делать анализ. Ноября в Берлине Яшкины митинг собираются провести. Кто в курсе? Где-то Я не в видела. курсе, я не в курсе, Маша Олшимосум. Я не в курсе, но мне это очень интересно. С какой целью он будет проводить это? Хочет сказать то, что... Хочет подтвердить слова Путина, то, что они белые и пушистые, бля. Не знаю, наверное, они будут там рассказывать общественности, как вот этот вот Кадыров дрючит их, как этот Кадыров геноцидит, насилует русских, как они Путина тоже заставляют воевать в Украине. Вот что-то из этой оперы там будет обязательно. На что-то другое лично я вообще не надеюсь. Чтобы там эти люди создали какое-то вооруженное движение в Курске, там, я не знаю, Украине, где угодно, и уже начали освобождать по-мужски свою родину, свою землю, начинали собираться в какие-то эти, я не знаю, там, военное движение и так далее. И не сидели, и перестали сидеть, прячась там за погибающими там на линии фронта украинцами, куда-то в тыл засели там, за пазуху в европейскую. Вместо того, чтобы там сидеть, надо чуть-чуть уже, наверное, батальоны создавать. Русские, освободительные. Националистические, да, вот, которые сейчас появляются, нет, иногда. Дружные, общины. Недавно митинги Нерцарь, если ты видел. Да. Так, Нина, у нас микрофон включен. Какой-то шум идет, но ничего больше не слышно. Если есть желание высказаться, пожалуйста. А что там насчет этого, Ира, то, что ты сейчас сказал? Сейчас недавно националисты, то ли в Рязани, то ли в Перми где-то, русские националисты, именно, получается, общину. Они сейчас любят же это все завуалировать, да, как бы. И национальные, да, как под русские общины бывают, вот такие вот, мы русские, боже, русские вперед, боже, да. И что, недавно митинг РЦ. Я просто их националистические сайты мониторю, нет, сайты администрации, каналы. Да, они каждый год практически, там любая русская нацорганизация проводит их. Русские марши, русские общины, Северный человек. Ну, это еще Ишгенеон квадрат. Тоже национальной группировки, вооруженный Буданови, Сурту,
ни женщин, ни детей, ни стариков. Я лоузунгел, что он лоузунгюч. Типа никого не жалеть, ни женщин, ни детей, ни стариков. Русичи, мясо и чеки. Согласен, по-моему, имя Русича. Ну, Русича мясо, объединение мясо, ну, просто именно говорю, я Буданове суртуем гасу. Еще это был, но в любом случае Буданове сон участен каруцер. Да, была. Новости, что? Кавказ Реалии, Кавказский узел, Радио Свобода, Куерсик. Все эти, короче, вот эти... Дождь, например. Да, вот эти они все Это пишут, что сотрудник электросвязи назначен иноагентом. Ему удобнится. Ну, популярность поднять его. Ну, надо Реклама, же его реклама. как-то здесь, в Европе, узаконить, утвердить. Вот и занимается. Один раз ему кровную месть провозгласили, один раз к нему с молотком подослали одного дебила, который за это поплатил. Ну, с молотком его не присылали, молотком он там на месте по башке получил, а потом на себя его взял. Потому что в противном случае ему ни бабки, ничего не было. То есть вот такое вот дело. Надо человека утвердить. Не, а иноагент, автоматически гражданин России, Саголь. Он же не может же гражданин независимой Ичкерии быть иноагентом России? Или может? А как он станет Из гражданином России Ичкерии, находится. когда он является гражданином Российской Федерации, который в военное время, там, во время АТО, антитеррористической операции, возглавлял один из самых важных объектов противника и являлся там, ну, заместителем, замдиректором электросвязи. То есть организации, которая полностью отвечает за связь, которая там, соответственно, прослушивает все, которая и пропагандистской работой по ходу занимается, и то есть вот этот институт, человек, который работал во время войны во вражеском стане, как он может быть ичкерийцем или, я не знаю, еще кем. Кстати, командир Русича Уй, Цадак Цуоксаны, Виан Башманы, Мелика Уари, Милуари. Мельчаков. Дагестан, что ли? Не, Мильчаков, да, Мильчаков, Цагас, Тензере, бывший нацист, Мельников. живодер. Мильчаков, низ поправить у Нирса. Он А жив. вот он, Русич говорят, что он жив, но никаких доказательств не приводят. А украинская сторона и другие все российские Z-блогеры, до них доходит информация, что его убили. вот тоже новость. Это ЧП Грозный. Президент всея Руси Владимир Путин встретился с министром внутренних дел ОЧР, генерал-майором полиции Асланом Ирисхановым. Вы представляете? Шунгинах она, АБЦЛ, Аслан Ирисханову. Я вообще представляю, что он там вообще, на каком они калякали там. По предварительной информации, Верховный главнокомандующий страны принял главу регионального ведомства сегодня в Москве. Президент поинтересовался результатами служебной деятельности правоохранительных органов и ситуации в регионе. На встрече, которая длилась более получаса, Ирасханов доложил об итогах работы МВД ПЧР за 2024 год, участие региональных сотрудников полиции в СВО, достигнутых успехах и задачах, которые ведомству предстоит решить. Владимир Путин пожелал удачи и успехов чеченским правоохранителям, понимаете ли? Понимаете, вот чеченские правоохранители, которые два слова связать не может человек. Если у вас есть ролик, пожалуйста, у кого есть, скиньте в ленту, где он там
что-то сморозил, не смог выговорить на русском что-то, два слова связать вот этот вот человек. Патриот. Не-не-не, Ирасанов есть такой, министр дел внутренних дел. родственник выйти. Он приезжает в Москву и полностью общается с Путиным насчет СВО, то есть еще одна голова, да, чеченская, видите ли. Вот еще сейчас Золкиным и этим Ёлкиным, пожалуйста, еще один пас, давайте сейчас подхватите, еще один какой-то упырь, да, который два слова связать не может, который там стукачок, да, больше, чем как стукачком, вообще никакой деятельности, ничего из себя не представляет. Вот люди, которые стучали там во время войны, и все, на большее не способны. Вот этот, видите ли, приехал с Путиным и отчитался о нем, с ним, короче, о какой-то СВО операции, которая проводит. И Путин пожелал им успеха. Вот вы, чеченцы, мол, там уйдете свою войну с украинцами, понимаете ли, вот я вам успехов пожелаю, мы тоже скоро, как и вы, вас догоним, подтянемся к вам, якобы, да? Вот такой вот пас очередной. Это очень Принимаете, удивительно. Золкин? Да, чтобы региональный министр встречался с президентом. Я таких случаев что-то не помню. Мне просто интересно, они там на каком общались, потому что вот эти два слова он сказать не может там на русском. На чеченском, я не думаю, он вообще говорящий или как-то. Просто Переводчик это работает, я переводчик был, наверное. там Ну, как нужно, с- там как с нужен, главой. там скорее нужен переводчик телепатический, который как-то принимает мысли, потом уже Путину их там озвучивает. Как с главой республики первый раз общался, наверное, так и пообщался с ним. Дистал, я оккупировать нас и микрофон. Просто пауш сахалет. Амел да Нацах придется оккупировать. Вот по теме Трампа все-таки Тесла не до конца ответил. Если, Орвеллоны. да, если война в Украине, вот главный пехотинец Путина, просто цитирую их слова, абсолютно мне по барабану, вот этот главный пехотинец Путина сидит и сидел, ну, можно это и здесь в эфире показать, в принципе, и объявляет там, общается с вот этими своими присмыкающимися там вот этими вокруг него деятелями, им сидит и объясняет, что вообще даже не просто там там говорить о Украине, джихаде, который ведется в Украине, там не просто о нем его как-то опровергать, а даже если в душе подумать, что это не истинно джихад, даже тогда, короче, опасно человеку, и он может прямиком попасть в ад. То есть вот такими какими-то религиозными вот этими приемами сидит и разъясняет своей вот этой вот кучке вокруг собравшихся там, которые возле него маячат. И вот теперь непонятно, Трамп, он как вот этот джихад, если он остановит, это хорошо или плохо? Вроде там за Трампа, за кого-то, вот эти вот всякие подружки пытаются мысленно голосовать или, я не знаю, силой мысли его как бы выдвинуть там в президенты, который якобы там грозился остановить войну в Украине. Но тогда вопрос вот возникает. Вот этот джихад, подумать даже о котором, что он не истинный, является уже угрозой
человеку, что он попадет в ад. Если вот это благодать вот эту Трамп он остановит, это хорошо будет или как? Вот вопрос. Az joq bloqton. Mal şunu. Hens Trump oy. It's wo busub na han yok kidnyak yaşek. Sijarat. Hund elçi. Прямо бус ясмен дабюч бусул мак эзгэр бу. Олчи бартаттан бу чули прямо жига сыцыч бу ясам. Из yok опасность yok бусул на ан свой саста. مش ناني قبل لقصة يبقى على خير درع يبقى إيش يبقى بصل أمان أو عربو بوصل بيجري أرهن تبالغون تدوات إبليس عشان أمريكان دولت أمبا Россия объявит نجاة الчане. Очень сильно больно будет. Бояться. it's دياس يا جروب تشولش الديمقراطي بيخيش سانتي بيوتقلش ناخدخ بوين دي عارسي هارا إسرائيل الديمقراطي حقيقش LGBT يورميو وإحدى غير مدو أولي ديمقراطي بيخيش ليش بخشابك Они Бог, они же за это будут голосовать, они по себе судят. Они еще, они сразу, если демократия придет, сразу начнут устраивать, поэтому парады свои. По себе судить тоже будешь. Ну, об этом уже тут десятки раз говорилось, то есть там, видимо, есть опасность у этих людей, что они не смогут удержаться и начнут друг за друга выходить. Просто походу هاي دي هارا سي هارا تعبر توق تقدر демократии تقوم بقوانش حقيقش رحت تقدر وجه Это интересно, это демократия, именно ЛГБТ сообщество Швейцарии, Кач имел Бог победить, над сознаниями людей, там все дела. Через что они должны проходить, хаятишься. Я думаю, в войнах, да, твой народ, даже если такое, допустим, не знаю, 30 человек подадут заявку в муниципалитет какой-то. Это муниципалитет, это по демократии обязан сообщить людям. В мэрях, образно, в районах, по митинге гачбу, по митинге гачбу, по митинге гачбу, а по закону обратно, если бегал 300 человек, а роли, хоре сдаться на законодательном уровне вы запретить, да еще и демократию. Референдум провести, закрыли, точка. Да, совершенно, дуя, как институт демократии работает, не знает, атма, да, та проблема, лишь давайте американскую модель 70-го года возьмем демократию. Сега, еще знаешь, да, даже не 70-х, хиппи был шханю, 55-й год даже если возьмем, та проблема, там все запреты стоят образно. Но права людей соблюдаются. Придурки, они даже базовое представление, что такое демократия, не знают. Либеральные ценности с демократией, ультралиберальные ценности с демократиями путают. И тем более, это Европа, Адолхал, с этими парадами, это конкретно там финансируемые отдельными там миллиардерами парады. И вообще, я так считаю, люди, которые в этом обществе, допустим, в культурно ценности, социальное законодательство, и гумовое общество, мечтайте, чтобы, да, вообще оно существовало, да, в публичном пространстве, и военоксан, и бояти, и то, что это образно подрывает, есть, бывают же преступления, ты можешь легкий образ, драка, лышу, эту драку могут жить оправдать из-за того, что, типа, он провоцировал этого человека, да, образно говоря. Ну, примерно из-за вот такие темы это провоцирует наше общество. Мы тогда образно в лице мирового сообщества так, можно вот таких людей, которые даже одиночный пикет, как подстрекательство на целостность государства, фактически статья ядерна, и дальше хай разбираются. Ну, примерно, баса, Сейгар Доншин, Гюч, наверное, это лепет к душе, да, может быть, я ерунду даже несу. Но образно, баса, и гума, а проблема, гума даться. Ну, то ли, давайте сравнить, да, шариату, худоху,
Вообще гудахцу это. Идите это. Войн гущел примеш гина. И наксан нохче была, и шариат ларда деш была. Царь хазны, аксан ларда ирду, и войны прекрасно ха. И что на тишь была, тем более. Ах, это что за система, войн? Масана шмуду, цадичи уже мацуздисновой. Ну, ю-ю, объяснять, да, здесь по полочкам, разложить тяжело. Почему мы так считаем, боже? Не просто из-за нашей какой-то детской прихоти. Да нам вообще плевать, во что вы верите. А де греалигу, мы шум бейт, беш, мадат шум хитрия, да, цин что сюда тешь, тербо, шум хитрия, дехал хумле, беш, мадат скуза. А зачем вы так часто говорите, если плевать там? Потому что это является проблемой нашего общества. Никакой проблемы нет, это твоя личная проблема. Так. Это сейчас был известный провокатор, который входит... Кю Яншину гости, Кю Яншину. Да, это из этих как раз, те, которые там сидят в этих своих кабинетах, мониторят и вот эту вот именно пропаганду, демократия равно ЛГБТ, ее распространяют. Несмотря на то, что русские написали им в нынешней вот этой оккупационной администрации существующую конституцию, записали, что Чеченская республика – это демократическая она. То есть, несмотря на это, они распространяют, что ЛДПР – это равно… Я не знаю, из чего они исходят, да, из того, что… Ладно, короче, эту тему я не хотел поднимать. Ну, коротко просто скажу. Из того, что они вот Зверевых, Басковых, Киркоровых туда приглашают, им дарят часы всякие, подарки огромных размерах, там, денежные, эти вот выплаты, да, за то, что рискуют, приезжают туда, в этот небезопасный для них регион, который Русня называет самым безопасным регионом. В Москве была вечеринка Ивлеева, и там каждый случайно туда заглянул, и в Киркоров и так далее. Все оказались там случайно. Известная вечеринка. Они просто не в ту дверь вошли, это неправда. Да, они дверь перепутали и случайно там оказались. Ну, это и оружие, диктаторщина, и демократия, царь, и демократия, и халунлет, да. Там даже их халиф Путин, есть интервью, если посмотреть можно, что у него они работают, он дает должности, они вместе работают, все, у них нормально. Российские пропаганды создатель мифию ассоциировать западный мир, они ассоциируют свободу с демократией и ЛГБТ парадами. Российские нарративы телевизионных создатель специально. Хотите как на Западе демократию, свободу, права человека, у вас там вместе с этим 100% будет ЛГБТ парады. Цундер Бош Мадуцу, пока я здесь президент, будет один папа, а вторая мама. Папа номер 1, папа номер 2 не будет больше. Типа, якобы он оплот этих семейных ценностей. Искусственно создать пропагандистские мифы, чтобы русские еще сильнее им оттолкнуть демократию и права человека. Именно, это ночь юрдуалинду докдагром. Парасим да. Именно ночь что Кавказе хапуган, что даже тем сравнивать я что если. Россия, ЛГБТ, ты в тюрьму, в СИЗО попади, там, если сразу государственный служащий ЛГБТшника делает. Там на голых эти дючки. Там в Москве 35 клубов там у них, ЛГБТ клубов. Махачкала, Исмаила. В Махачкале 3. Зачем обязательно в тюрьму попадать? Он с самой высокой Госдумы с лестничной площадке по кабинетам можно пройтись. Обязательно тюрьма что-то. Да, ушами, им дит, мил, что у него, да, вообще бьехал. Вы чарят, отвятся, лохту, 20 лет послушал Запад и Европе, а церуш почал.
Ну, случайно ты не соцавис, потому что льюхшинам корор мою сунгина мяти, цада телевизор чуах. Телевизор ксоша ват, чуах хагуд умадас, в принципе. Это мельком цена фрагмент, цена хилла бохш, сагуш холт нага. Ну, реально, суд, сагин та аппарат, цахилла бог, да, сохац душу херу, цахилла бяш, ну, суд сагин ахы. Хабар дуется царь, да, в нормальном правовом государстве просто так нитик никто не делает. Мы верующие, мы матом нельзя нам ругаться. Слушай, вот такой немножко... Ну, это не совсем, я бы сказал, правильное понимание, потому что людей, позиционирующих себя верующими, ты меня извини, там такой мат, что мама не горюй. Серьезно? Это значит, да, они Донарч, у меня вопрос один. Вот вы сказали, а поели, можно я сначала закину? Не, вы сказали, поели, пришли. Подождите, послушайте, подождите. Вы сказали, поели, пришли. Можно узнать, вы свинину отведали или говядину, чтобы понять тон вашего разговора в будущем? Смотрите, я мясо свинины не ем уже, честно скажу, уже 7 лет. Ну, так я как бы не... Ну, может, я специально, я стараюсь, ну, как бы не проверять там что-то. Почему вы не едите это? Нас это не волнует. Вы не едите, все, хорошо. Ну, вы спросите, да, смотри, ну, это, я кушаю барашка, там, говядину, курятину. Там. Она для здоровья это нехорошо. Вот. Но, кстати, я знаю там одних евреев с Сахнута, они сало возят в Израиль, там те тайно, им тоже запрещено. Ну, потому что, типа, сало считается полезно для сердца. Ну, я не ем свинину. Вот, я раньше просто там не копошился, а сейчас я спрашиваю, там, с чего сделано там хинкали. Вот я сейчас был у грузин в ресторане. Я говорю, мне только барашку хинкали с барашки. Смотри, вопрос такой. Это они, наверное, свинину возят евреям. Не, я по вкусу знаю уже. Вот, как бы по запаху. Вот, это, ну, как диетически вообще, как бы, я свинину не ем. Я не ем жареное, только жареное ем яйца и иногда черемшу, но украинская черемша, ее лучше тут в казанке делать. Закинул и там помешивать. Она чуть-чуть другая тут, чем в Чечне. Идеальный вариант, молодая черемша в Украине, это казанок берешь, чугунный туда кидаешь пустую, 3 минуты мешаешь, ну, можно чуть-чуть на сковородке. Но у нас казанок, это в идеальном виде так делаем. У меня жена делает. И когда она в лист идет, мы ее квасим в квашеном виде. Донарч, у нас не передача Высоцкой здесь. Ладно, подожди, давай закину. Слушай, вопрос такой, чуть-чуть говна на вентилятор закину. Такой для срача. Смотри, вот, будущая Чечня, например, да, она ж, вы стоите как, на каких позициях там? Я тут запутался, кто националист, кто нацик, Нохчи, кто демократ, кто там шариат. По поводу тут это Карпенко, Шмарпенко, там этих женщин. Вот такой вопрос. Если бы как бы, ну, среди чеченцев в роду вот не было запрещено, не то что там гулять, а вот, ну, законы, ну, выйти замуж за не чеченца, скажем, вот, там, казака православного там, или не православного, или там русского, или другой национальности, не мусульманина, не исламиста. Как бы, какой процент женщин, ну, как бы, если бы не было запрещено, вот в роду, там, типа, мы тебя накажем, там, ну, у меня, как вы думаете, какой процент чеченок, ну, как бы, ну, выходили бы замуж вот по любви, там, ну, за не Нохчи, там, или ингушей, там. У меня просто есть пример, вот со мной одноклассник, там, он на ингушке женился, они уехали, убежали. Я знаю одного русака, не казака, а русский он, значит, ему там, он разведенный был, он связался, ну, как бы, познакомился там, ей 18 лет было, она там приехала учиться с села, и они вместе с ним убежали куда-то, ну, куда-то убежали, чтобы никто их не нашел. Он русак, она чеченка. Любовь, морковь, вот они убежали оттуда. Да, ну, то есть, как бы... Вот скажи, подожди, можешь сказать? Ну, тут же некоторые позиционируются, что вы там против ислама, против арабов, против
шариата. Я вам просто поясняю, что почему для вас образно, для ваших обществ это так дико. Вы образно, если русские, не, да? нет, подожди, ты я тебе делаю, нет, подожди, я поясняю одно. Я, допустим, как националист, я сейчас тебе скажу с точки зрения своей национальной сущности, да. У нас всего лишь там 1 миллион или 1 200 000 человек. Это первое. Подожди, не перебивай. Второе, наш язык уже заносится типа образно как исчезающий язык. Это второе, понимаешь? Мы как образно, если уберем даже все вот эти вот чувственные моменты, если мы не будем жениться на своих, и мы не будем это выставлять в приоритет, мы исчезнем как нация. Я понимаю, если бы нас там 100 миллионов было бы, да, тогда, конечно, там будут такие случаи, и никого это не удивит, допустим. Но в конце-то концов нас пока что 1,5 миллиона, ну максимум даже, соберемся где-то 1,5 миллиона. Вы нас и идеологически уничтожаете, вы нас и физически уничтожаете, вы, я не знаю, уже и морально уничтожаете, ну сколько можно. Еще и женщин хотите, чтобы... И вы еще образно, вы пытаетесь этим нарративом, вы пытаетесь нам, как бы нас, знаете, вот какую-то неловкую ситуацию или какую-то там позицию поставить. У вас это не получится совершенно, потому что явно есть подсчет. Если ты хочешь сохранить нацию, когда оно в меньшинстве, кроме националистических идей, ты больше по-другому не сделаешь это. Ну, в конце-то концов, ты 100 раз говоришь там, исламисты, почему вот кроме исламистов там, ты говоришь, почему кроме исламистов наша чеченская женщина там не может быть, что, кроме исламистов больше что, нету чеченцев, что ли, среди людей, я не понимаю. Можно я мысль закончу? Ситуация какая? Вот, смотри, как она развивалась, там, демографическая ситуация. Если бы, например, там, мы бы остались там, тех, кто не убегал туда в начале 90-х, то мы, как бы, постепенно мы бы там среди вас растворились. Мы, как бы, ну, вы бы нас поглотили просто. Вот и все. Например, если, например, какой-то русак, который там, маленькая семья, он там, например, женился на чеченке, то его внуки там, они будут, они ногчи будут, они так их там, потому что примет семья и воспитает этих внуков, они ногчи будут, они не будут русскими. Понимаешь? Я не про тех, что где-то глобально куда-то всех выдавать замуж, а тех, которые там среди вас живут, вот, и они бы растворились бы, как бы, ну, новая кровь тоже... Ну, я не знаю, может, я не прав. Он имеет в виду, типа, если вот, допустим, войновчу Марию Юде Пейдж-Команта, а имножче что аж Белгари, и что не имножче что растворится Дитер Бахтун Рюзову. Да. Ничего, нормально, в чем проблема? Мало таких, вот говорили там, укрывались Украины от Голодомора, они попадали в семьи, они стали ногчами. И там другие случаи. Ну, у нас, я думаю, у нас достаточно примеров людей, которые разговаривают на чеченском языке и пакостят нам. У нас достаточно таких примеров. Ну, там тем более. Смотри, недавно смотрел тут передачу украинского историка, и он вот рассказывал то, что вот в Украине, в восточных регионах, по-моему, там еще во времена даже Российской империи, вот украинцы не отдавали замуж и не женились на русских. Но в связи с тем, что вот происходил культурный этноцид, да, скажем, происходило то, что просто убивали язык украинский, да, то, что сейчас происходит, собственно, с чеченским. Вот, и тогда вот в связи с этими вот факторами вот украинцы, вот Александр Пали, я не знаю, может, он вам что-то говорит, это имя вот, ну вот у него был как раз-таки выпуск, у него в выпуске как раз-таки были вот слова про то, что украинцы, украинки не отдавали замуж и не уходили замуж за русских. Вот такая вот ситуация была. Не, ну Пали я знаю такой, блондин, светлый такой, невысокий, Пали я знаю. Политолог, да. Не, вопрос это про украинцев. Вопрос не про украинцев, а вопрос про тех, кто там, например, убежал в Чечню, например, или жил в Чечне. Смотрите, просто 2 войны с русскими, вот опять же депортации, ссылки. Поэтому вот именно конкретно к русским у нас отношение такое, то что ну, нет желания вот с ними ассимилироваться. Там, вот, ну не то чтобы ассимилироваться, понятное дело, вообще никакого народа нет желания. Но нету, не хотим с ними контактировать. Вот. Может быть, с другими народами, возможно, как-то
мы бы и сумели наладить культурные связи, если бы у нас были с ними общие границы, но в связи с тем, что вот мы в составе Российской Федерации и в составе, ну и в этой Российской Федерации по Конституции, по крайней мере, народ у нас, получается, государствообразующий – это русский. Вот, и ну, вот, не хотим отдавать там ни замуж, ни жениться, потому что понимаем, что ассимиляция произойдет не русских среди чеченцев, а наоборот. Я не про то, когда вы в составе Российской Федерации. Там была независимая Ичкерия, и, допустим, вот вы станете независимой. Например, раньше там у меня там отец с Дона выдачи не было. С Москвой воевали, пока Екатерина немка не пришла к власти и перестали воевать, потому что вот донские казаки Озготен рядом с нами немцев селили. Вы, например, вы независимая вольная Ичкерия, там Чечения, и к вам какие-то убегают люди от несправедливости, другой национальности, прибегают туда к вам. И, например, вот и какой-то там парень убежал, а у него там вот он как бы прибежал, и он у вас живет, все, он убежал от других. В истории бывало не раз то, что отдавали. И он живет, за него может чеченка выйти замуж? Подожди секунду. Да. Dik cevaplayışı zıdış dolumda Karpenko tenus uçuyenek insa tirpeni teoriyatsun cevaplı dik kıyıçu işe nokçu ayna ubahsu sun şadek hadiyişdu dik sun cevaplayış da diyor şey. Карпенко к вам никогда не убежит. Я не про Карпенко говорю, я вообще про тех, кто там жил или, например, может жить, убежав к вам там туда. Донавчий. Этот разговор на время был у нас с тобой по этому поводу. Было время, когда приходили к нам, убегали, приходили. Когда было холопство на Руси, это и сейчас оно продолжается, но рабовладельчество было когда. Приходили, поселялись у нас. Да, было время, выдавали там за них, поселяли вдоль Терека. Я насчет того, что откуда взялись терские казаки. Они же там, Терек был бы нашей рекой, русские пришли позже, получается. Терские казаки появились позже. Откуда они появились? Эти беглые холопы прибегали, поселялись у нас, мы давали наделы им, они жили среди нас. Было время, выдавали за них наших чеченок. Но в связи с тем, потом, когда пришло после Петра, пришло туда, русские пришли с войной, перестали выдавать. Нас вообще не выдавали, ни за других национальностей старались вообще не выдавать. Вообще не выдавали. Девушек да, не выдавали. И вообще и за мусульман, и сейчас за других, если выдают, это для нас неприемлемо. Мы маленькая нация. По-моему, Ибрахим, или как-то этот Ярай, по-моему, пытался объяснить тебе. Маленькая нация. Мы маленькая нация, мы не должны выдавать за кого-то наших женщин. Такая вот политика. Я хочу подчеркнуть, Дон Арчи, у нас есть полное на это право. Потому что мы уже, как бы тебе сказать, у нас все уже в дефиците начинается быть. Как для национальности. Как бы, как быть образно наша национальная идентичность. Существовать нация, если хочет, то мы должны... Да. Нас и физически уничтожают, нас и идеологически уничтожают. Сейчас вот с этой исламизацией нашей республики, да, это само по себе пойдет уже. Сейчас уже тоже вот так берут, выходят. Типа, лишь бы был бы мусульманин. Они сейчас вот именно идеологическую суть мусульманства взяли себе вперед и начинают это делать. Ладно бы выходили замуж, они рекламируют это еще. Это что самое больше отвратительное из этого всего. Смотри, Дон Арчи, можно не то, что можно, я тебе отвечу тоже на вопрос. Лично мое отношение, не знаю, как, скажем, представитель ингушской национальности, я бы, ты спрашивал, если бы там пришел бы какой-нибудь там человек, убежал там от, я не знаю, если бы он был в натуре, там, не знаю, там, золотой человек, золотой парень, там, если бы он выучил бы язык, там, стал бы, я не знаю, там,
Ну, если бы был бы для этого повод какой-то особенный, я не знаю, типа, ну, возможно, что я бы отдал бы свою дочь за такого человека. Ну, смотря на его происхождение, конечно, его тоже будет роль играть, там, за холопа какого-нибудь, само собой, не буду и не хотелось бы, вот, и честно так говорю, то, что не буду отдавать. А там, за нормального человека, я не знаю, там, почему нет, собственно. Ну, этот вопрос мы объяснили, ты если понял, ты должен знать, если там тем более проживал там. Я вот это сейчас хотел бы вот это вот. Нам завезли палестинцев, 200 семей в Чечню. И в Наурском районе их поселили. Вот эта проблема у нас большая сейчас. Это же вечные эволюционеры. Где они появляются, там это вечно какие-то бывают проблемы бывают у тех государств, куда попадают палестинцы. Это как бы арабские цыгане, их как называют. Да. Сами Для чего их, западные. интересно, Леха? Сами беженцы из Чечни еще до сих пор вот, не получили такое же довольство, как палестинцы, но которые еще с чеченской войны остались. Он спрашивается, для чего их привезли? Для чего привезли? Чтобы выучили язык, во-первых, чеченский, чтобы ассимилировать часть из них, как во всем, и так засылать куда-то такие государства под предлогом, что это чеченцы. Они же революционеры, где-то что-то подрывают, что-то. Это ж со времен этого, как его, Андропов создавал их. Вот это вот палестинское Может, движение. это для того, чтобы как пример исламизации поставить, исламизировать там больше? Не столько исламизируют, это цыгане палестинцы, это арабские цыгане, которые были заселены туда в свое время, когда было, арабы захватили этот регион, они туда заселенные люди, это цыгане. Это. Они сами эти арабские цыгане называются. Они вечные революционеры, они в Иордании 2 раза чуть переворот не сделали, если бы не чеченцы, не черкесы, там власть была бы смещена. Сейчас и они есть еще немножко там, но остальных они выдворили оттуда, с Палестины. Посмотри, что эти палестинцы сделали с Ливаном. Нормальное государство было, цивилизованное. Что они с ним сделали? Сейчас никто нормальный человек не живет отсюда, убегают все тут. А эти вот с той части Палестины сейчас, где эти находятся, вот это интифада, где вот эти вот последние события были, это с Египта, вот эти вот, как это, пустыня, Синайская пустыня, оттуда выдворенные вот эти вот с Египта выдворенные эти арабские цыгане. Они даже к себе их не берут, не пускают. Они когда вот это отдали, часть земли им отдавали, вот это согнали их туда и отдали вместе с землей, отдали вот это государство Израиль. И к себе они вот даже сейчас вот, когда у них вот эти события были, бомбежки, они к себе ни одного не пустили их. Даже раненых не принимали. У меня подозрение, что Лох'ях трошки украинец, он шокает постоянно. Шокает. О, может, кто-то украинцы есть в роду, шокает постоянно. Не, есть украинцы, у нас есть здесь, ну, как бы, со мной работал один чеченец, тоже Московский институт закончил. Мы видели, что он как бы, ну, неполноценный такой чеченец. Потом выяснять начали, оказалось, в 1932-1933 годах, когда Голодомор был, украинцы, которые могли оттуда сбежали, убегали, там, они прошли Краснодарский край, Ставропольский, доходили до нас, и чеченцы их принимали, кормили, ну, себя не могли оставить, потому что, ну, были НКВДшники, ходили, лазили там, и были предатели, которые там, это, стукачи были,
Ночью они запускали, они жили, а так днем они прятались в лесополосах, в лесу прятались. Потом, когда холодать начало, они решили дальше уходить. Если попадались, выселяли их, чеченцев туда, в Сибирь выселяли, и выселяли этих украинцев. Куда их девали, я не знаю, там, короче говоря, пропадали они. Чеченцы, когда они уходили, оставляли детей, просили оставить детей, но чеченцы в основном оставляли только пацанов. Вот этот товарищ оказался, который со мной, он чеченец, разговаривает, чеченская жена у него там. Потом выяснилось, что это в семью принято был там с 7-м ребенком, оставленный этими украинцами. Они, родители, его отец был, это, товарища моего, оказывается, был этот украинец. Родители их там женили его, на Чеченке, он вырос, он на Чеченке женатый, приехал, но все равно по нему видно было, что он не чеченец. То есть внешне видно, да? Это то, что Ну внешне и видно. внешне это немножко был, он похож был на нефтяника этого, который вышки Бойко. На Бойко был похож немножко. Ну, там Западная Украина есть такие типы, они как похожи сильно на кавказцев, именно темные. Есть, я ж там бывал, там и в Луцке был, и в Ровно был, и во Львове был. Я знаю одного чеченца из горной местности Чечни, я лично его знаю. У него жена украинка, он черный, он такой, как вот апачи, индеец такой, ну, такой вот горский такой нос у него, такой кино снимался. А у него жена украинка светлая. У него все дети там успешно обманули весь мир, а на него вообще не похожи. Все дети блондины, все дети белые. Вот и все. Они ночью, как бы, они на чеченском, все. Жена там ислам приняла, он чеченец, она украинка. Все дети вообще на него не похожи, все блондины. Там 4 детей у него, или 3. Я их видел, я их знаю лично. Вот такая удивительная история. Вот они кто там, вот они приезжают в Чечню, и как их будут воспринимать? Они сами, ну, папа чеченец, они ногчи, они там, как бы, жена приняла ислам. Вот что, как им там жить тогда? Они туда могут приехать, они будут нормально их воспринимать? Конечно, не проблема. А ты не знаешь, если там жил, ты не знаешь эти вопросы? Интересно мне. Ну, так в том-то и дело, что я знаю, а зачем тогда этот вопрос, как бы, в чем проблема? Я же задал проблему про тех, кто либо там жил и как бы Проблема, ассимилируется. знаешь, в чем? Ты лучше за своими украинками следи и на них женись, и все. Вот проблема. Я давно уже давно на украинке женился. Я давно на украинке женился. Женатый, он на украинке, это не проблема. Вообще, нам нужно, знаешь, помочь нужно нормальных журналистов выйти в Украине, которые здесь попадаются, которые приходят, ну, которые приходили здесь, как, ну, ютуберы там вот такие. Ну, я вижу их, что это или пророссийские какие-то попадаются, или отбитые на голову, как сегодня эта женщина была, которая тут выступала там, где-то она в Европе находится, там рассказывала сказки там, пророссийские сказки рассказывала. Ну, нормальных таких журналистов на них, со свободы, может быть, там кто-то. Смотрите, Или из других там каких-то. Пригласить в ЧДП здесь. Мы кое-что там, общие там какие-то объяснили бы, какая ситуация там получается, что дома какая ситуация, что мы хотим донести до украинцев. А то вот эти Золкины-Шмолкины, они занимаются чепухой, они выполняют задания, ну, я вижу так по их действиям, они выполняют нарративы ФСБ, что вбрасываются. И в Европе через своих хороших русских эти сбрасывают. Хороших русских нету, все они под ФСБ или ГРУ, там они все. Поэтому нам нужно... Я вопрос понял. Можно отвечу? Вопрос понял. Значит, ситуация такая. Я как бы неофициальное лицо, и сейчас идет война, и война, там свои законы есть, цензура, пропаганда, контрпропаганда, и как бы это другое время, чем когда войны нет. То
То есть тут как бы понятно, что есть цензура, которая отвечает, то есть, военному времени. Там в частных разговорах, там как бы я с людьми, с некоторыми общаюсь, в частных разговорах, ну, бачите, тревога у нас. Рацию выключи. Не, это у нас воздушная тревога тут. Это оповещение на телефоне. Это не рация, это тут второй телефон говорит, что шахеды летят или ракеты, не знаю. Короче, как бы я как частное лицо, да, когда вопрос касается вот этих моментов, я выступаю как бы со стороны в защиту, как бы, ну, как бы со стороны, ну, как бы членского народа в плане защиты его. Я объясняю в плане, ну, как, не навредить. Я объясняю некоторые нюансы, которые как бы вредят там будущему стратегическому после развала Российской Федерации, именно после развала Российской Федерации. То есть я на стороне чеченского, ну, Нохчи, скажем так, на вашей национальной стороне. Вот. Но я не могу тут сейчас как бы, ну, проводить политику или встревать кого-то там, приглашать, потому что у нас сейчас война, мы живем по законам военного времени, у нас нет выборов, потому что война, у нас как бы есть ограничения по цензуре, и я неофициальное лицо. Я не могу тут вот этими вопросами, к сожалению, даже если бы я хотел заниматься там, в плане там, помочь нам, например, правильно кому-то что-то понять. У меня таких возможностей нету. Ну, таких вот. Не, я имею в виду хотя бы с ним устроить или в ЧДП, или с этим Саляфом Вени Види Вичи, устроить с ними там какой-то диалог там. Так же, как не видно будет лицо там поговорить. Мы же здесь лица не показываем, там ничего тут. Ну, как бы, ну, все контролируется спецслужбами. Я там Что у нас за тема? Я чуть-чуть занялся был. Я извиняюсь. Что я пропустил? Тема у нас построить светлое будущее независимой Ичкерии или Чечении, как она будет называться. Да, зачем это кому нафиг надо? Зачем это? То есть не надо никому? Чеченцам, если чеченцы уже даже в это перестали верить, зачем это казакам, там, каким-то, я не знаю, чукчам и так далее. Смысл в чем просто? Я чуть-чуть пропустил тему, объяснить можно? Я могу свою интерес высказать. Для меня смысл в том, чтобы я могу вернуться туда на родину, может не жить, а просто приезжать туда, у меня там могила предков. В каком случае? В Кадырскую Чечню или в Российскую Федерацию, где меня арестуют? У меня, как мне быть? Дон Ахче, если ты там жил, да, то ты в будущем являешься полноценным гражданином этого государства. Другой вопрос, если ты там на русню работаешь, там на какие-то эти спецслужбы, это уже отдельно, да, там Ибраим, власть не работает, он некие Да, я спецслужбы. вообще, это сейчас в Ютубе люди услышат, я же сейчас не собираюсь лично ему что-то определять, потому что, как Тесла говорил, мы не можем здесь, у нас нету сканера, который мог бы проверить здесь человека. Ленинский районный суд, самый гуманный суд в мире, справедливо решит мой вопрос. Или Старопромысловский, или заводской. Ленинский, заводской, Старопромысловский, Октябрьский был или не был, я не знаю, но район в любом случае есть. 4 района в городе Грозном. Да, Октябрьский был дальше. Да. И вот это самое имеется в виду, что ты такой же полноценный гражданин в будущем, да? Но только чтобы это вернуть, да, это государство, чтобы вот это все утраченное на свои места поставить, это должны уже проявить волю чеченцев. И чеченцам тоже должны помогать. Ну, помогать не строить нам шариаты надо,
помогать чеченцам строить именно вот такое цивилизованное общество. Все, что связано с шариатами, это помогать Лубянке, которая с самого начала как раз-таки и пытается через Лобазановых, Кантемировых, всяких Автурхановых и прочее, вот это, как вот этот их называет, лауреат Вене, перхоть вот это вот. Как раз через вот эту перхоть и прогоняли все вот эти шариаты, шарикаты. И изначально это как раз-таки русская тема, которую почему-то сейчас в Украине там подхватывают и так далее. Я понимаю, даже вот эта вот тема исламистов, ее можно же правильно реализовать. Зачем приклеивать к этим исламистам Ичкерию вообще, нафиг она к ним? Причем тут, если в Украине, например, образно, да, в Украине вот используют исламистов каких-то, чтобы там, я не знаю, либо напугать, либо там своему обществу показать, что вот с нами там такие бородатые тоже есть, либо их задействовать как какую-то там, хоть и небольшую, но силу. Если есть вот такой интерес использовать вот этих деятелей, зачем их приклеивать к Ичкерии? То есть им надо, наоборот, в полный рост за исламское, это же они сами к Ичкерии приклеиваются, не украинцы их приклеивают. Они сами просто вот нет, навесили как себя. раз таки, нет, как раз таки их приклеивают там к Ичкерии. И пытаются именно в русле вот это ичкерийском, вот в таком русле их направлять. То есть наоборот, в русле вот этих исламистов, давайте за шариат, давайте взять, просто им предложить в будущем какую-то деревню, да, пару деревень, может быть, ну, построить там можно будет, новые какие-то, много же территорий. Предложить каких-то пару деревень, вот здесь будете полноценно проживать, и под юрисдикцией Украины какое-то шариатское, вот как Степашин в Карамахи, Чабанмахи, Степашины там, и Руснявые, установили вот эти в двух селах шариат, только без оружия, там нормально как-то, да? Вот так вот предложить в будущем, и вот именно в таком вот формате туда можно затянуть дофига исламистов, если такой интерес есть. Но тут что происходит? Используют какую-то исламистскую карту, но при этом вот эта исламистская карта, она ложится на Ичкерию. Нам это нафиг нужно. Зачем это чеченцам нужно, чтобы там исламисты, которые в будущем, как после Сирии, приклеют к чеченскому народу? Это вон ваше дерьмо, извиняюсь. Ловите, получайте назад. Такое не надо делать. Раз используется, плюс будет большой приток, зачем там каким-то исламистам воевать за какую-то Ичкерию, кефирскую, я не знаю, там, националистическую, тагутскую. Просто кто вот стоит за этими идеями, что вот так вот именно эту карту разыгрывать, мне очень непонятно. То есть это именно русская подача. Именно вот этим вот они и занимаются, построив сейчас 1500 мечетей, всякие, с Кораном Путин туда приезжает. Здесь по всему миру вот этих офицеров нам напичкали, именно русские, совершать здесь какие-то диверсионные акции с поджиганием, у кого-то там это самое провокаторов возьмут там сзади его, подтолкнут, он там идет, там Коран сжигает, чем-то занимается, потом, чтобы чеченцы там пошли кому-то опять вот этому поджигателю, там голову оторвали или кому-то другому, если он недоступен. Потом, если этого не происходит, сразу же на нашей территории берут, там уже как бы проводят аналогичный спектакль с русским, который там надругался над Кораном, и привозят его и показывают, что вот Кадыров, видите, привез русского, который над Кораном издевался,
миновав всю Российскую Федерацию, оказывается, в России, когда в чужой регион едет там местная какая-то ментовка, у нее якобы полномочия есть там поехать и без ведома этих людей поймать человека, вообще по несуществующим в Русне каким-то законам, статьям, привлечь его, потом сынок там стоит и показывает вот эту картинку якобы избиения, почему-то не сажают этого русского на бутылку, который, если в случае с Демирхановым, вот эти, которые тоже подстрекли этого пацана, Типсюркаева там с матюками своими. Вот здесь как раз в группах эти матюкисты, подстрекатели, они себя и проявляют из русских лагерей. Взяли, подстрекли этого пацана, он повелся на это, взял там что-то, написал, и его показательно сажают на бутылку, чтобы другим не повадно было. То есть это что такое, что какие-то женщины, вот этих людей, они святее, чем сам Аллах, что ли? Смотри, все Давайте, это понятно. Сейчас, раз русского привезли его же на 2 бутылки за то, что он да. Коран сжег. Не, Ничего вот этот себе. русского, Как которого минимум. привезли, это молодой офицер, там, будущий ФСБ или уже офицер-сержант. Это вот то, что ты сейчас говоришь, кто слушает нас, которые они вообще не понимают, о чем ты сейчас говоришь. Мне это все понятно. Смотри, немножко посыплю соль на твою рану и на остальных. Вспомнишь, когда там, Ичкерия, там первая чеченка началась, когда там начали бороды отпускать, там Хатаб, и начали все косить под маджахедов. Я просто, ты просто не дал мне закончить. Я просто зачем это все рассказал, чтобы показать, кто стоит за авторством вот этих вот религиозных спектаклей, религиозных волнений, игр вот этих. И как это можно у них потом воспринимать. То есть это их тема как раз, на которую они раскручивают. Вот что я хотел сказать. Я извиняюсь, закончу теперь. Я это все понимаю. Смотри, немножко раньше опускаемся, начало 90-х, начало первой чеченской. Масхадов когда-нибудь бороду носил? Нет, начал бороду. Басаев когда-нибудь, они все начали косить под Хатаба. Было такое? Когда пошла вот это как бы, или финансирование, или как бы вот они сразу превратились в маджахедов. То есть они начали себя называть маджахедами. Да, там и другие, я не буду фамилии называть. Вот это еще те лидеры Ичкерии, типа... Но это уже во вторую войну появились. Ну, пускай во вторую. Ну, понятна мысль? Ну, понятно. Ну, так это еще, это тогда еще началось. Вы как бы к этим... Это еще раньше началось. Вообще еще раньше началось, тема. Да. Религиозная тема. И первый раз стартанула, я извиняюсь, долго не буду. Первый раз стартанула, когда создали вот эту вот во время развала Совка создали русскую вот эту вот партию исламского возрождения, которая там в Пятигорске там проводили заседания, Джамаль Гайдар, Дугин и прочие вот эти гебнюки, идеологи. И с чеченской стороны вот этот Халимов, халиф вот этих жамаатов, который сейчас за Каевым там работает. Удугов и там Темишев, Муса, почему-то с ними тоже, он, как бы туда случайно попал по его разговору. И вот это то, что там стартануло, оно именно на тот период там было как раз, там запускалось уже это дело. К чему мы приходим, что это было это все было готово до первой чеченской, все вот эти. А Дудаев с Казицыным заключал договор. Это вы кто? Надоумил сказать. С кем? С Казицыным. Казицын был такой. Казицын, Радио Свобода. Радио Свобода, статья Казаки называется. Смотрите, на чем попалилась жена Дудаева, сейчас скажу. Я думал, она попадется на эту, мою уловку. Я начал вот эту тему, наших проблем в начале 90-х. И она сама тут, женщина глупая, говорит, какие могут быть проблемы были у казаков? Я говорю, нас обозвали русскоязычным населением, нас, хохлов, Сунжской линию. Джохарта заключил договор с казачьим атаманом. Я думаю, вот ты попалась.
Глупо. И Айдигов понял, что она, блядь, ой, выбачьте, она провалилась. И он это разговор замял. Это кто ему? Это он сам до этого догадался? Нет, потому что он сам был, как бы, за ним стоял смотрящий, там, он Шнель Березовского. Он что, сам нашел этого Козицына и заключил этот договор? Ну, это нормальное явление было, когда мы ж многонациональный там была Я Чечня. в этой теме сейчас я даже не понял, Наведение мостов с казачеством. Наведение мостов с казачеством. какой Березовский? Березовский тогда этими носками на рынке продавал. Донорчи, ты вот этого Немножко ты лидера. просто ты перепутал немножко, получается. Джудаев этим не занимался, Алла тоже не занимался. Это была тема, получается, Джудаев налаживал мосты со всеми народностями, которые есть в Чечне. Если есть армяне, с ними, если есть казаки, с казаками. Подожди, Козицын, он донской атаман, сам его, это ФСБшный Донской атаман. Не, ну он-то не знал, что он получается, что он, как его, что он ФСБ, с ФСБ там контролируемый, он же не знал, сколько там приезжал. До этого было бы Абхазия была, это же уже при Дудаеве было, Абхазия была, там конгресс кавказских народов или еще вот это вот организовано ФСБ, но не знали, люди поехали помогать абхазам. Это ФСБшники использовали их и оружие выдавали на границе, выдавали там. Им выдавали ФСБшники оружие. Российская власть использовала их. Но понимаешь, это были в те времена, вот и сам это 90-е годы, это какие революционные какие-то движения были. А там их использовали, получается, добровольцев использовали, сказали, там абхазов убивают и повезли туда, со всего Кавказа. Не только там чеченцы были, со всего Кавказа были там люди. И казаки там тоже были. Оттуда и знают они, получается, взаимоотношения, откуда начались там. А здесь пытались наладить отношения. Дудаев был цивильный, нормальный военный офицер, прослуживший всю жизнь в армии. Там. Он пытался наладить мосты с Россией центральной. Ну, даже не отрицал, что мы можем войти как отдельные государства, войти в состав и сделать, как это они там тогда... Конфедерацию. Конфедерация или как вот это вот государство там войти могли тогда, получается. Он не пытались СНГ. на это... Ну, в СНГ, не в СНГ, там, как с Россией даже войти, в СНГ войти, там, отдельное государство, как все остальные входили, допустим, Казахстан, не Казахстан, все вот это вот. Войти туда, получается. Ну, с Россией более близкие отношения должны были, но наладить не смогли. Там палки в колеса вставляли. Вот эта причина была. Этого казака он знает с тех времен, когда вот это в Абхазии там пошли Басаев там и еще один там они помогать абхазам помогать ездили. Они там грузинов убивать. По телевизору шла пропаганда, что нам абхазов убивают грузины, там 5-е, 10-е. И вот они там поехали туда. Им на границе выдали, ФСБ выдавало оружие. Это все знают об этом. Италия, тенте, давал я чмо дал твой, да? Ну, нормально. Может, не догоняет он, немножко он-то в то время уже уехал, его не было там в Чечне, он на тот момент его не было там. И он поэтому некоторые вопросы не знает, это не раскрытые вопросы получается. Как бы спецслужбы знают правду. Когда это будет выгодно, они могут, ну, сейчас пока не выгодно его дискредитировать даже, как спокойно. Ну, я же об этом говорю. Он все, что говорит, дискредитируя Дудаева как личность, которая, как ему кажется, там несла основной вклад в создание независимого государства, и государства Халита.
это Не, выводы, не надо выводы делать наперед. не надо делать сразу. Выводы делать. Да. Просто И на дискуссии там некоторых вопросов. Каждая его речь к этому и ведет дискредитация туда его, подожди, дискредитация Квадрат. государства. Меня просто интересует, правда, сам процесс, что было в самом деле, понимаете? Тебя не интересует правда, ты под видом Дон, интересующегося правдой вкидываешь подожди, такие нарративы. подожди, не спешим. Донорче, вот в цирке проходили там, да, вот это общенациональный конгресс чеченского народа, 3 конгресса прошло. Со всего мира чеченцы собрались. Советский Союз отправили на свалку. Вот эти вот 3 чувака. Вообще у чеченцев как... Ты вообще-то в курсе, что чеченцы никогда не входили в Русню? Потому что все, в отличие от нас, да, от чеченцев, и Ингушетия, и Дагестан, и буряты, там, и якуты, и кто угодно, так или иначе, да, кто-то, не кто-то, а в основном принудительно, да, есть которые и наоборот, например, как Грузия, которые, убегая там от турков, сами запрыгнули туда, в Русню. Ну, есть и другие. То есть, так или иначе, все вот эти республики и так называемые автономии подписали какие-то договора с Русней. В отличие от чеченцев. Чеченцы включены. То есть, если эти в 810-м, там, Ингушетия добровольно входит в состав, потом где-то чуть позже, там, Дагестан, 5-е, 10-е, всякие Карачаево, Черкесия, там, Кабарда, то чеченцы именно так и вписаны туда, что чеченцы включены. То есть от истощения вот этого сопротивления, от уже невозможности, просто нас взяли тупо и включили туда уже, как бы замочив большинство там населения. Я Потом, это не оспариваю, я это не оспариваю. Мне просто вот как бы немножко как бы обидно, как бы, говорю, неужели не нашлось какого-то, может, приехали со всего мира, ни коммуниста, ни советского генерала, неужели другого нельзя было поставить во главе, ну как бы, Когда вот наш выбор, выбрали мы его, увидели, выбрали, захотели. Да, это как бы народ же выбрал, и я думаю, что он не прогадал, потому что будь там, например, другой, там же надо тоже тянуть это дело. Раз тебя выбрали, потом тебя раз шуганули, короче, а ну давай сейчас мы тебе покушение там подорвем где-то, 5-е, 10-е, потом это надо тянуть, как бы там душок, грубо говоря, нужен, чтобы уже заднюю не дать. И в этом плане Дудаев законно себя полностью оправдал. Он пробил, вот как он сам и озвучивает, он пробил вот эту брешь. Установлю, кто бы что сейчас не говорил, там коррупционная составляющая, сегодня мы параллельно в чатах об этом говорили, пускай там была коррупционная, вон я в Австрии живу, здесь пару-тройку лет назад, вон на прошлых выборах, 6 министров отправили в отставку именно из-за коррупционной составляющей. Эта коррупционная, она присутствует во многих ныне государствах, даже цивилизованных существующих. Это не является вот такой какой-то ключевым моментом, который вдруг сыграл какую-то роль в том, чтобы русские на нас напали. То есть Джахар из того, что было, как там в песне это, из того, что было, я тебя слепил и полюбила, по-моему, вот так как-то. То есть из того, что было, из вот этого постсоветского наследия, попытка создать. И у нас, пускай у нас первый президентский срок была бы коррупция, на второй, на третий, зато на четвертый потихоньку бы государство бы вытянуло бы аккуратно уже новые поколения, уже совковое вот это наследие бы вытолкнули бы нормальные специалисты, и это все бы пошло бы четко. Ничего там абсолютно, там и так нормально, в отличие от остальной Русни, неплохой был уровень и так далее жизни. Просто для этого должна была быть демократическая Русня, которая как бы сделала, как мы вот говорим здесь, наиб, вот это арабское слово, всему миру.
сделали вот этот вот, оболванили всех. Перевод сделай ему. Наиб, что такое? Наеб, скажем, коротко. Ну, что-то, да, похоже. То есть Обман, оболванивание. оболванивание, обман. Оболванивание, да, всей мировой общественности, что они якобы там становятся демократами. И тут же первые на Чеченской республике они сдулись полностью, сразу же. Далеко там идти не надо было. То есть вот это вот, короче, ситуация, я уже мысль даже потерял, к чему я шел. Ну вот Мысль как-то была так. Вот это, тяжелое наследие царского режима. да, вот Тяжелое это наследие вот, советского режима. вот это вот совок, да, который там распался, который пустили под откос, вот эти трое чувака, которые у чеченцев вообще там нифига никто ничего не спрашивал, хотя там некоторые чеченцы были за даже то, чтобы сохранить совок. Вот этот. Но потом, когда это распалось и уже появилась возможность там парад суверенитетов, пятое, десятое, чеченцы пошли, собрались, провели 3 общенациональных конгресса, приняли декларацию, взяли курс на независимость. И, кстати, вот этот Завгаев тогда был во главе, когда брали этот курс. Что потом Дудаев там просто человек, который, вот как и все остальные, когда возвращались, участвовали в этих процессах, вот такой же человек, который приехал в нужную минуту для своего народа, там встал, выступил и всех полностью зажег, всю толпу, которая потом четко уже после его интервью, после его обращений, абсолютно без каких-либо подтасовок, без ничего, просто взяли и сделали вот ставку на этого человека, выбрали его, какой бы он ни был, плохой, хороший, это наш президент, которого мы выбрали. Вот как-то так. Смотрите, Закаев, как представитель английского, ну как он на подсосе у англичан, он говорит, вообще надо сохранить старые кадры, которые были при Кадырове. Понимаете? Как бы Закаев там, он на Западе сидит в Англии. То есть это же катастрофа. А надо всех менять и, получается, привлекать туда чеченцев, которые уже в Европе выросли, я не знаю, вот шариат говорит, что надо шариат, а другие говорят, что либо вариант, который в Европе выросли, и нет наследия советского, там, кадыровского. А Закаев говорит, нет, чтобы сохранить стабильность, надо оставить старые кадры, иначе там будут какие-то там срывать провода, металлолом сдавать, всю там Чечню сдадут, все разрушат. Это его такая позиция. Вот, Так он для нас не авторитет. Донахче, он для нас не авторитет. То, что он говорит, то, что он делает все вопреки, получается. То, что мы говорим, это все получается ровно на 180 градусов разница. Нет, там вот смотри, Донахче, как кто что-либо не говорил, вот ты сейчас все, что угодно можешь сказать, я все, что угодно могу сказать. То есть на этом это, грубо говоря, базар, он не является какой-то этой вещью, которая так и есть, да, там. То есть, Последняя инстанция во всем. То это какая-то действительность, да. Тут ситуация такая, у нас есть закон государства, да, которому обязан следовать каждый чеченец. Пофигу, мы сейчас, у нас там погибли руководство государства, у нас там кто-то в исламиста превратился, кто-то в подрусского превратился, но наш народ, когда он полностью сформировался, когда он, будучи свободным, сделал свой выбор, вот у нас есть закон вот этот, который тогда этот народ принял, и он никуда не делся. Без всяких подтасовок, он в кустах где-то кто-то написал. Кстати, я тоже тогда в этих кустах там где-то нахожусь на тот период, когда это Низам 2002, вот эту вот ерунду якобы принимают, который тоже нельзя сказать, кто ее принял, эту бумажку. Бумажка это или что там. То есть вот этот народ, он сделал выбор. У нас, Конституции. да, у нас есть этот закон, просто каждый должен ему следовать. Все.
а там что-то говорит, этих надо оставить, там тех не надо оставить по какому-то низаму. Кстати, Дон Нахчо, ты знаком с вот этим низамом? Ну, я детально не знакомый, я примерно понимаю, о чем речь идет. Смотри, вот вопрос такой, вот вы там, у вас партия какая-то, вот у вас группировка. Вы, например, у вас есть там правительство, сформированное ваше в изгнании? Вы вот Группировка в развал... Кремле, в Москве, в Кремле сидит группировка, не здесь. Будьте Подожди, осторожны с не выражениями. спеши, Ну, тоже не подожди, ну, спеши, мы я нормально. сказал просто, ну, Пускай он считает Я группировкой. так говорю вам. партия. Группировка в партия. Москве, в Кремле сидит. Знаю вас, как вы нечаянно. Всех мало. Дай мне Смотри, партия. Дон Нахчо. Вы готовы сформировать правительство? У вас есть Нет, вот не кадры готов, не готовы, пока не готовы. Мы на стадии информационной вот такой вот деятельности, на стадии просветительской работы. Ни у нас нету, ни у Закаева нету, ни у кого никакого правительства здесь нифига нету. То у этих или у тех тут ни у кого ничего нету. Ну вот в этом проблема. А завтра, например, Донавчик, ты Трамп думаешь, действительно, решит развалить Российскую Федерацию. Она разваливается. Вы готовы к Донавчик, этому? ты думаешь, вот вопрос у меня, ты думаешь, что правительство Чеченской Республики придет из-за границы в Чечню, да? Да не думай, СМ, он не так не думает. Там мы просто сейчас пытаемся нащупать, да, как и что. Все, бях мобиль, да, извините. Например, у него, он тоже хочет вникнуть, да, вот человек интересуется, значит, там есть какие-то Например, вопросы, там, да, там интересные. целое поколение молодых чеченцев уже выросло в Европе, которые там получили образование. Они сами Вот эти люди, которые у нас дома, они точно такие же чеченцы, которые в своей массе, которые полностью являются гражданами нашей республики, но которых полностью там задавили, зажали, вот как те же, которые в Луганске, там, в Донецке сейчас под русским сапогом находятся, в Крыму где-то. Это такие же наши граждане. Другой вопрос, совершали ли они преступления, совершали они преступные приказы, выполняли там в Украине, где угодно, в отношении чеченцев, в отношении русских, кого угодно. Это уже там суд какой-то будет решать, да? Но вот эти люди, они абсолютно такие же чеченцы, которые точно так же будут строить, воссоздавать свое государство. А вот насчет вот этого, да, который ты еще в прошлом эфире говорил, там, люстрация туда-сюда, естественно, в каких-то должностных вот этих, ну, какими-то чиновниками или должностными лицами, вот эта система вот этого мусора, которая там установлена, вот этой оккупационной администрации, конечно, как и во всем мире, по закону вот этой люстрации, они не имеют права вообще, их близко нельзя подпускать туда. Так, если не совершал преступлений там каких-то, конечно, гражданин может право там жить, работать и так далее. Но чиновник, который работал в этой системе, не совершая преступления, он все равно, на нем должно вот это оставаться за ним. Закон о иллюстрации как бы постоянно должен к нему применяться. Меня интересует вот практический вопрос формирования национальной аристократии, элиты. Это если не брать шариатский вариант. С шариатским вариантом там все проще. А вот на ваших позициях надо, значит, формировать национальную как бы аристократию, которая будет двигать государство вперед. Меня вот этот вопрос интересует. Шариатский вариант – это как раз-таки самый сложный участок, потому что там будет джамаат Закаева, джамаат Игигова, джамаат Билакиева, джамаат Янгульбаевых, детей федерального судьи, джамаат замдиректора электросвязи, зама вот этого Шмакова, джамаат Джамбулатова, этого Сулейманова и так далее, джамаат. Вон с этих, с Турции потом всякие джамааты там, эмиров, мухаджиров и так далее. То есть вот эти джамааты, они как и были джамаатами, так и остаются. Потому что их вот эти идеологические принадлежности, да, ну, идеологические взгляды, они все разные, у всех они разнятся.
И они все в контрах друг к другу, как это вон в Сирии, в Ираке было. Это сейчас, конечно, можно там, чтобы кефиром такие сделать, такие для справки, это система вот этих исламских там идеологиях, где можно врать неверно ради, короче, спасения там, своей вот этой идеологии, чтобы она продвигалась. Вот это делая вот эту такие там друг другу там пытаются какой-то образ создать там из украинских кефиров, сделать какую-то взлетную полосу для своих вот этих чаяний, о которых они сами нифига вообще никто не знает. Вот эти деятели, они вообще, то, за что они борются, вот ты с ними начнешь общаться, их идеологию, чуть-чуть ковырять, то он как антитеррор это делает. Там полный ноль. То есть вообще человек не в курсах, на чем он стоит, на своей какой-то идеологии, из чего она состоит и так далее. Вообще полный ноль.